Дачном прошла акция «Оберегай природу». Сотрудники горно-обогатительного комбината очистили от мусора побережье. Все самое лучшее, что вырастили в огороде. Урожай учеников агрошкол представлен на прилавках Якутска. Тизер нового якутского хоррор-фильма появился в сети. Над картиной работали якутские и московские специалисты. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. В минувшие выходные во время празднования свадебного торжества на улице Набережная произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок. Как сообщили в Ленской центральной районной больнице, мальчик находится на обследовании в отделении хирургии. Сотрудники ГИБДД выяснили, что наезд был совершен на припаркованный автомобиль на улице Набережная, где находился спящий ребенок без присмотра родителей, которые в этот момент были в кафе. Транспортное средство, которое двигалось по улице Набережной, совершило столкновение с состоящим транспортным средством. Водитель данного транспортного средства от прохождения медицинского свидетельства не отказался. Ребенок получил травму головы, то есть это за ЧМТ и СГМ. Дальше, после чего ребенок также остался дестабилизирован и находится в больнице. Ведется административное расследование по факту данного дорожно-транспортного происшествия. За прошедшие сутки в Якутии ликвидировано 20 лесных пожаров. Также ведутся работы по тушению 12 очагов, из них действующих 8, локализовано 4. По районам: в Сунтарском их 4, в Нюрбинском 2, в Верхоянском, Усть-Майском, Алданском, Нерюнгринском, Алекминском, Усть-Алданском по 1 пожару. К тушению привлечены 500 человек и 41 единица техники. Специалисты Удачнинского ГОКа совместно с экологами провели субботник на побережье реки Сытыканы и прилегающей к ней территории. Собранный мусор они передали на утилизацию в цех индивидуального предпринимателя. Ирина Балкова продолжит. Отдохни с удовольствием и донеси мусор до урны. Похоже, этот призыв никак не действует на удачнинцев. Летом излюбленные места отдыха горожан вблизи водохранилища превращаются в несанкционированные свалки. В большей части это пластиковые бутылки, пакеты, металлические банки, стекло. А ведь на этих территориях установлены специальные баки под мусор. Но горожане их просто игнорируют. Элементарно не можем, когда даже отдыхаем, взять с собой пакетики, те же мусорные, собрать это все в мусор и увезти с собой. Или, по крайней мере, хотя бы сложить здесь также баки мусорные есть, хотя бы отнести к этим бакам. Вряд ли кто задумывается, что, оставляя мусор на побережье, он не только тем самым загрязняет водоемы, но и препятствует росту растений, а также представляет опасность для птиц и мелких животных. В минувшие выходные в рамках экологической акции, посвященной охране водных ресурсов, молодые специалисты ГОКа совместно с экологами провели субботник на водоохранной зоне и прилегающих к ней территориях. В этой акции не то что, как бы сказать, принимают участие, помогают здесь молодые специалисты Удачнинского ГОК. Но данное решение было принято, в общем-то, совместно с нашей беседе. То есть, как бы мы здесь никто никого не приглашал, никто не был заинтересован, просто потому что мы люди. Думаю, что такие акции нужно организовывать как можно чаще, и надеюсь, в последующем, когда мы поедем, мусора будет значительно меньше, потому что, честно, я ошеломлена. Безразличие, вот правда, когда этого сказали, люди недобросовестные, недобропорядочные, элементарно не могут убрать за собой, а потом жалуются, как вокруг грязно. Как признались ребята, основная цель субботника не просто убрать мусор и разместить его на полигоне, но и дать ему вторую жизнь. Как известно, в Удачном существует цех по утилизации пластиковых бутылок, металлических банок, пластмассы, где и подготавливается вторсырье для дальнейшей переработки на заводах в Ангарске, Красноярске, Новосибирске. Сами пока собираем, сами ездим, сами привозим, сами чистим, сами утилизируем. Временно. А вот недавно нам помогли волонтеры, которым большое спасибо. Они нам собрали, мы привезли. Вот результат. Сейчас будем это все перерабатывать. 15 сентября объявлен Всемирным днем чистоты. По всему миру пройдут субботники. Молодые специалисты Удачнинского ГОКа с экологами также присоединятся к этой акции. Принять участие в субботнике может любой желающий. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край».
Ведущие ученые мира обсуждают проблемы и перспективы инновационного развития аграрно-промышленного комплекса. В Якутске проходит международная научно-практическая конференция «Аграрная наука Сибири». Эксперты рассматривают вопросы экономики, аграрного бизнеса, анализируют сельскохозяйственный потенциал территорий и необходимых ресурсов для роста. На заседании участники отметили, что Якутия за последние годы демонстрирует интенсивный рост объемов аграрного производства и занимает первое место в стране по поголовью табунных лошадей. Искусственное орошение земель с высоким потенциалом, формирование современной материально-технической базы, кормопроизводства ученые относят к числу приоритетных на сегодня направлений отрасли. На сегодня у нас вся нормативно-правовая база принята. Все мы знаем, что есть закон о развитии сельского хозяйства, есть государственная программа. В прошлом году был принят указ главы республики о стратегических направлениях развития сельского хозяйства. И все это направлено, конечно, на развитие сельского хозяйства. И я думаю, с нашими научными сообществами, которые у нас в Якутии, с учетом тех научных достижений, которые есть в других регионах, в других странах, я думаю, что это развитие оно пойдет более быстрыми темпами. Агрошколы Якутии представили свою продукцию на республиканской ярмарке «Урожай» на площади Ленина в Якутске. На выставку приехали 28 агрошкол из 13 районов республики. Организаторы отмечают, что несмотря на засушливое лето, с каждым годом ассортимент продукции прибавляется. Участники привезли с собой все самое лучшее, что они вырастили в своих огородах. Вся представленная продукция доступна для покупателей. В этом году мы решили приурочить выставку «Конкурс» к юбилею Егора Фановича Борисова. И сегодня в честь его дня рождения проводим на площади Ленина. На площади Ленина мы проводим уже 4-й раз. И со всех концов республики приезжают и в самом центре нашего города показывают свои опыты, свою продукцию. Я рад, что такая традиция сложилась. Уверен, что в следующем году мы проведем такое же хорошее мероприятие. Тонна свежих огурцов, перец, тыква, дыня и кукуруза. У фермера Алексея Нея урожай выдался. Он начал заниматься выращиванием овощей 2 года назад. Тогда аграрию хватило 5 гектаров. А сейчас территория увеличена до 40 гектаров. Кроме того, расширен перечень сортов. Например, поздний сорт кукурузы принес 300 килограммов. Опыт по выращиванию нового сорта арбуза «Кримзон» прошел успешно. Вес ягоды достигает 10 килограммов. Также собрано 30 тонн бахчевой культуры. В этом году, допустим, арбуз, вот этот сорт добавили мы поздний. Не получался раньше, но в этом году получился. Посадили для пробы 2000 кустов. Арбузов уже собрали примерно тонн, наверное, 30. Ну, еще на поле есть. Сейчас остался поздний. По позднему там уже будет видно. Русалка, водяной и царевна-лягушка. Позолоченные фигуры этих сказочных героев появились на озере Щорса. Над проектом работали художник-скульптор Петр Эликов и дизайнер Александр Заболоцкий. Фигуры сделали за месяц, они выполнены из пенопласта и гипса. Архитектурные композиции успели приглядеться жителям столицы. На озере Щорса проходят сотни людей, чтобы сделать фотографию на память. Сложнее было все этого водолея. Никто не знает, как он выглядит. Ну, я как из болотный житель изобразил так. Немножко на рыбу, чтобы похоже было. Много материалов, экспериментировали все это. И вот это все мы сделали за 1 месяц, за короткий срок. Тизер нового якутского хоррор-фильма «Ичи» режиссера Костаса Марсана появился в сети. Это мистический триллер о злых духах. Действие картины разворачивается в глухой деревне, а сюжет закручивается вокруг древнего проклятия. Работа над фильмом шла 2 года. Творческая команда состояла из якутских и московских специалистов. Такой тандем привнес в процесс некоторые неудобства, с которыми наши кинематографисты удачно справились. А за основу мы, конечно же, взяли якутские вот эти вот тюбельте, которые с удовольствием рассказываются во всех концах Якутии. В этом плане было, наверное, с сценарием немножко сложно работать, потому что мы сценаристов взяли московских, а они, скажем так, немножко не понимали некоторого контекста, да, и они очень хотели, вот, скажем, какую-нибудь такую либо слишком экзотично сделать, либо слишком американизированно, но, как говорится, получилось в итоге, ну, на мой взгляд, очень хорошо.
Премьера фильма «Ичи» намечена на конец года. Это не дебютная работа режиссера Костаса Марсана. Его триллер «Мой убийца» стал первым из якутских фильмов, вышедший на всероссийский прокат. Детективный нуар, снятый в Якутии, вошел в список претендентов на премию «Золотой глобус». Гости со всей России съедутся на 13-й ежегодный фестиваль авторской песни «Берег дружбы» в Алданском районе. Он пройдет с 16 по 18 августа на берегу реки Алдан в оздоровительном лагере «Берег дружбы» вблизи города Тамота. О том, как идет подготовка, в сюжете наших коллег. Группа волонтеров, артистов и организаторов проверяет багаж перед отъездом в город Тамот, где в пятницу стартует фестиваль авторской песни «Берег дружбы». Не первый год уже ездим. В очередной раз «Берег дружбы» собирает всех бардов. Ну, погода, правда, опять такая. Фестиваль – это не только конкурс, это прежде всего площадка для творческого обмена, общения и знакомства людей. Несмотря на то, что этот берег 13-й, организаторы верят в удачное стечение обстоятельств, главным из которых является погода. Он будет 13-м. Мы будем говорить об этом в самом начале церемонии, торжественной церемонии открытия. Ну, а потом мы опять будем говорить о романтике, о дружбе, о всех связанных с этим высоких чувствах человечества. Ну, а время покажет. Мы ждем приезда гостей, ждем, что людей будет больше, ждем, что интерес города и наших горожан тоже будет увеличиваться. Ну, в общем, ждем. На фестивале всегда царит дух поэзии, музыки и свободы. Мероприятие давно вышло за границы республики и собирает у поэтического костра людей из разных регионов страны. Режиссер-постановщик Елена Воронкова на этот раз едет на «Берег дружбы» в качестве гостя. Конечно, очень хочется, чтобы берег становился все больше и больше, шире и шире, а река глубже и глубже, а дружба крепче. Фестиваль пройдет с 16 по 18 августа и, как всегда, будет насыщен конкурсами и развлекательными мероприятиями. Состоится много мастер-классов, встреч по интересам. На «Береге дружбы» я провожу мастер-классы с детьми. Ну и взрослые, конечно, делают подарки. За 13 лет «Берег дружбы» повзрослел, помолодел, слегка изменился и расширил границы. Осталась неизменная атмосфера фестиваля, где всегда царит дружба и понимание. Здравствуй, берег! Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий. Еще больше информации на наших сайтах як24.ru и nvk-online.ru. Не переключайтесь.